Благотворительный мотопробег. Сегодня в Уфу приехал российский киноактер, герой фильма «28 панфиловцев» Александр Устюгов. В начале августа он стартовал на ретро-мотоцикле «Индиан» из северной столицы, доехал до Алтая и, проехав 12 тысяч километров, теперь возвращается обратно. Какая цель его путешествия и почему этот мотопробег самый дорогой в мире, знает мой коллега Азат Садреев. Слава, что я не танкист. Верная смерть. Александр Устюгов знаком любителям отечественного кино по картинам «28 панфиловцев», «Моя фамилия Шилов», «Отцы и дети». Однако за рулем мотоцикла его узнают редко. Все внимание приковывает сверкающий хромом американский «Индиан». Всего за 3 недели актер проехал на нем 12 тысяч километров по городам России, а заехав в республику, был поражен красотой башкирской природы. Меня потряс хребет уральский, потому что я по нему переезжал, и все время это была зима, ночь, и сейчас там дорога гораздо лучше, и прям спуск был какой-то божественный во всю эту природу, прям ныряешь, летишь туда на мотоцикле, и прям это здорово. Но все же цель мотопробега не любование достопримечательностями. Александр Устюгов отправился в путь в начале августа, чтобы помочь в сборе средств на препарат Золгенсма для 11-месячного Володи Сологуба из Краснодара. У малыша редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия первого типа. И спасти его жизнь может всего один укол зарубежного препарата. Вот только стоит он неподъемные для большинства российских семей 168 миллионов рублей. По пути следования актер встречается со своими поклонниками, рассказывает о подопечном и о том, что не только ему одному требуется помощь. Благотворительность – это сложная тема в том, что здесь задача-то не просто попросить людей денег, люди готовы их отдавать, а дело в том, что объяснить проблему, о том, что у нас в России на данный момент около 20 таких детей, которым можно помочь, и уходит время. Здесь очень важный фактор – время, которое до 2 лет нужно поставить это лекарство. Лекарство сертифицировано, есть фонд «Круг добра», который выделяют на это деньги, но в данный момент все вздохнули, по телевизору про это сказали, но они выделяют детям до 6 месяцев, а в Володе 11. И, соответственно, подходя полностью по показателям под это лекарство, он остался за бортом помощи. В Уфе Александр Устюгов встретился с представителями мотобратства республики. Байкеры тоже обещали финансово поддержать сбор на Золгенсма. Смайлики, так называют детей с этим диагнозом, живут и в Башкортостане. Наш телеканал рассказывал о них. И этим малышам повезло. Они выиграли укол жизни в лотерею, которую проводит компания-изготовитель. Но такая удача улыбается не всем. Поэтому актер будет продолжать помогать семье из Краснодара даже после окончания своего благотворительного мотопробега. «Индиан» – реплика на легендарный американский мотоцикл 1956 года. Александр Устюгов владеет им уже 10 лет и говорит, что за это время техника его ни разу не подводила. Так и сам актер не имеет права подвести маленького Володю Сологуба и твердо намерен собрать для него более 160 миллионов рублей на самое дорогое лекарство в мире. Азат Садреев, Вадим Исламов, новости, Уфа.